Вот уже 23 года занимаюсь горнолыжным спортом. Не было у нас ничего, ни формы, ни самое главное условий для тренировок. При этом мы еще принимали участие в Олимпийских играх. Сегодня у Алишера Кудратова, таджикского горнолыжника, первая за всю карьеру нормальная тренировка. Раньше из-за отсутствия электричества не работала канатная дорога, и спортсмену приходилось пешком забираться на гору, чтобы спуститься с нее на лыжах. Подъемы отнимали много сил, и от таких занятий пользы было мало. Да и трассу приходилось прокладывать самому, тратя на это несколько дней. Алишер с друзьями лыжами трамбовали снег. Сейчас свет есть. В день можно и 20, и 30 раз спуститься. Теперь это настоящие тренировки. Трассы есть нормальные. Раньше мы их сами утрамбовывали. Сегодня для этого есть специальные машины. Можно тренироваться, не тратя большую часть времени и сил на подготовку. Появилась и новая форма, и лыжи, и все это для спортсменов бесплатно. Еще в прошлый сезон несколько лыжников использовали один комплект снаряжения. Теперь они громко обсуждают международные соревнования и даже Олимпийские игры. Тема, на которую до этого говорить было не принято. Может, хоть теперь мы будем не просто участвовать в Олимпийских играх, но получать медали и побеждать. Этот горнолыжный комплекс, единственный в Таджикистане, был реконструирован после многих лет разрухи. За 4 месяца здесь также отремонтировали гостиницу, были построены рестораны, прокат, магазины. Закуплено оборудование и техника. Создана лыжная школа, проложены трассы, отвечающие международным стандартам. По словам руководства комплекса, это только начало. В планах превратить его в полноценный курорт. На следующий год мы сейчас думаем поставить кресельную канатную дорогу протяженностью, может быть, 3 километра. Или поставим сразу кабину, гондольные канатные дороги. Планируется построить коттеджи отдельные на трассе, которые будут находиться. Ну, пока это в планах. На следующий год планируем реализовать, конечно, все это. Сотрудники, инструкторы и спортсмены в шутку называют горнолыжный комплекс вторым Куршевелем. Специалисты именно этого популярного курорта готовили и тренировали местные кадры. Нас полгода обучали французские специалисты, потом принимали у нас экзамены. Мы получили сертификаты. Это значит, что уровень нашей подготовки соответствует международным стандартам. Сегодня на территории комплекса занимаются только спортсмены и ученики лыжной школы, но уже в ближайшие дни откроются двери для всех желающих. Номер в гостинице будет стоить около $60 в сутки, хотя сюда можно приехать и просто покататься. Прокат снаряжения и лыж всего $20 в день, а комплекс находится в часе езды от столицы. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.